31 января 2022 года только что позвонил Саша Александр Габышев из психиатрической больницы в Новосибирске. Правильно сказать, психиатрическая тюрьма, оттуда. Сообщил следующее. Одна комиссия внутренняя, врачебная, действительно состоялась там, новосибирских врачей, в этой тюрьме. Он ждет, как он выразился, настоящую комиссию с привлечением специалистов по просьбе, по требованию защиты. Поэтому пока дату заседания суда он не знает, он просто ждет. Просит по-прежнему, если есть у кого-то какие-то вопросы к нему, письменно можно написать, обещает, что ответит на эти вопросы, сам лично. Он предполагает, что даже если суд примет решение о его освобождении, это будет лишь означать, что его переведут из психиатрической тюрьмы в психиатрическую лечебницу с более свободными уставом, правилами содержания пациентов. То есть ему можно будет передавать передачки, там, посещать свидания. Предположительно, опять же, по его мнению, такая лечебница, переведут его в такую лечебницу где-то на Дальнем Востоке. Видимо, какая-то информация ходит внутри там, видимо, что-то он узнает, что-то ему говорят. И вот это он сегодня по телефону, буквально час назад, рассказал своей двоюродной сестре Каилане, а она передала уже это мне. Несомненно для меня, что борьба за его освобождение будет продолжаться как минимум всю первую половину 2022 года. Наша борьба, борьба общества, борьба его сторонников, борьба тех, кто его поддерживает, кто его понимает, кто верит в него и верит в его освобождение.